Кто пытается разжечь войну между странами? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как не работают никакие договоренности о мире. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Таджикистан и Кыргызстан заявляют, что несмотря на объявленный режим прекращения огня, на нескольких пограничных пунктах продолжается стрельба. Погранвойска Таджикистана сообщают, что кыргызские военные обстреляли несколько погранзастав в городе Исфара и Лахшском районе. Погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикские военнослужащие обстреляли позиции кыргызских пограничников. В настоящее время проверить достоверность фактов очень сложно. Это не слишком неожиданно. Я подсчитал, это 5-й конфликт на киргизско-таджикской границе только за этот год. Январь, март, апрель, июнь и вот сентябрь. То, что он опасен, не подлежит никакому сомнению, но это, вы знаете, немножко цинично звучит, это такая перманентная, непроходящая опасность, которая характеризуется для отношений этих двух, как мы много лет про них говорим, несостоявшихся государств. Пограничная служба Таджикистана во второй половине дня 17 сентября распространила сообщение, в котором говорится, что сегодня в 11:10 часов командир войсковой части 707 Министерства внутренних дел Кыргызской республики, которая дислоцирована в бывшем здании школы имени Гани, села Кокташ Баткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия пограничную заставу Душанбе, пограничного отряда Исфара и Махалю Саманьон, города Исфара, Республики Таджикистан. Кроме того, отмечается в сообщении, в 11:50 часов этого же дня вооруженные силы Кыргызстана из всех видов тяжелого вооружения открыли огонь в сторону пограничной заставы Сархачи, пограничного отряда Лахш, пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан. К сожалению, политическое руководство этих республик, одной в большей степени, другой в меньшей степени, не в состоянии контролировать ситуацию на пограничье, либо, что тоже как бы конспирологически, можно сказать, допустить, какой-то из сторон это даже выгодно, и она, может быть, даже это провоцирует. Это опасно, потому что это происходит на том маршруте инфильтрации исламских радикалов, в том числе из Афганистана, который повторяет путь, скажем, 2000 года или 99 года, когда террористы проникали через афгано-таджикскую границу, а дальше через таджико-киргизскую границу в Среднюю Азию. Как вы думаете, почему это происходит? Ведь уже подписали мирный договор. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В свою очередь, погранслужба Кыргызстана заявила, что в 12:37 17 сентября таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селе Тышикташ, Карамык и Караол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области. Ранее столкновения происходили в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области. Между тем, обе стороны 16 сентября договорились о прекращении огня, но после этого уже дважды поступают сообщения о нарушении режима прекращения огня. По официальным данным, в настоящее время представители двух стран проводят переговоры на погранзаставе Гулистон в Таджикистане. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Таджикистана и Кыргызстана началась стрельба, переросшая в крупные столкновения. Стороны возложили ответственность за начало конфликта друг на друга. Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что в пятницу погибли по меньшей мере 7 жителей Таджикистана. Власти Таджикистана пока официально не объявили, сколько раненых и погибших. Кыргызская сторона сообщила, что в ходе столкновений за последние 2 суток погибли 24 человека, более 100 получили ранения. Как вы думаете, какой конфликт может стоить вообще стольких человеческих жертв? И почему это все происходит? Свои мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.